Центральным событием сегодня стало открытие памятника видному политическому деятелю Ивану Морозову. Монумент установили в Кировском парке столицы Коми, недалеко от дома-музея, названного в честь него. События долгие годы ждали близкие и родные Ивана Павловича. Памятник изготовили в Санкт-Петербурге, в одной из старейших советских мастерских культурной столицы. Рабочий процесс снимала наша съемочная группа. О том, как это было и как сегодня прошло торжественное открытие монумента, расскажет Евгений Стукас. Улица Морозова, медицинский колледж имени Ивана Павловича, дом-музей первого секретаря обкома. В столице Республики Коми многое напоминает о легендарном человеке. Но современники, товарищи Морозова, настаивали именно на монументе. Об этом говорили не одно десятилетие. Как дань памяти, как знак уважения, как простое человеческое спасибо за все, что сделано Морозовым за 22 года служения родной республике. Предложения соратников Ивана Павловича и его коллег были услышаны. Глава республики Владимир Уйба и сам проникся идеей. Очень уж глобальные изменения за короткий по историческим меркам период претерпела Коми АССР. На высшем посту советской автономии Морозов проработал 2 десятилетия, а по сути отдал Коми всю свою жизнь. Хотелось показать его открытость, добродушие, обязательно с улыбкой, потому что на всех фотографиях он, особенно где в молодости, он улыбается, и это тоже о его характере говорит. И хотелось его изобразить более молодым, так как черты более яркие, более выраженные. Практически год семейный тандем, скульпторы Анатолий Неверов, Анастасия Неверова и Николай Краюхин трудились над важнейшим для нашей республики монументом. Основные работы прошли в этой мастерской Санкт-Петербурга. Было у нас около 10 эскизов сделано. Там и сидящие были, и всякие разные. Были свои сложности, разногласия. Как-то пришли к какому-то общему выводу. И почему все-таки решено, чтобы он стоя был? Мы, естественно, его биографию наблюдали, изучали, общались с людьми, которые хорошо его знали, и родственниками. И это та личность, которую нельзя посадить, понимаете. Бывают люди энергичные, динамичные, то есть люди, действительно идущие вперед и в будущее. Для работы использовали глину с пулковских высот. Среди мастеров она считается большой ценностью. Инструменты тоже непростые. Буковый циркуль с латунными наконечниками перешел мастерам по наследству от великих мэтров советского периода. Но это, что называется, дело техники. А все золото, иначе говоря, мастерство, конечно же, в руках. Это этюдик с натуры. Причем это мое пальто, оно ему большое было. Но при этом, мы все-таки пронаблюдали какие-то ритмы общие. Тут вообще это я пристегнул прищепкой. Работать втроем было непросто. Были споры, каждый отстаивал свою точку зрения. Сыграло на руку то, что Анатолий Иосифович лично знал Морозова. Он очень хорошо относился и к художникам, и к искусству. Он проникал во все. Чувствовалось, что человек заинтересован, и любопытство такое проявлял. Параллельно в Коми спорили насчет места расположения памятника. Общественники предлагали площадь перед железнодорожным вокзалом Сыктывкара. По задумке, взор Ивана Павловича тогда устремился бы на главную улицу столицы, коммунистическую. Взвесив все «за» и «против», рабочая группа приняла решение уйти от идеи шумной привокзальной территории в более укромное, спокойное место. Любимое и ценимое лично Иваном Павловичем и всей его семьей. В 100-й день рождения Республики Коми, ровно через год после закладки первого камня под памятник, Иван Павлович, теперь уже в бронзе, наконец снова взглянул на свой любимый Кировский парк. Рядом с домом, где он жил с семьей, Иван Морозов отныне сохранен в веках. Заслуженная благодарность от потомков за все его заслуги. 1000 километров дорог. Промышленные объекты, которые полностью перестроили экономику республики. Аэропорты, школы, детские сады, больницы. И при всей масштабности это был удивительно открытый, народный руководитель. Человек, который помогал всем и каждому, кто обращался к нему за помощью.
Коллеги и родня Морозова ждали этой секунды долгие годы, но не только они. По всей республике его помнят и сейчас. Даже ученики Межадрской школы, из которой первый секретарь обкома выпустился в 1939 году, тоже здесь в этот торжественный момент. И теперь уже никто не забудет, кем был наш земляк, где он жил, как и с кем работал. Я вас всех прошу не только об Иване Павловиче вспоминать, а и отдавать должное его соратникам. Прежде всего, это и Василий Васильевич Панев, Павел Александрович Износов, Непейн, Алексей Васильевич. Кстати, они здесь все жили в этом доме. Мы должны помнить все это поколение. Он словно вышел сюда из душных кабинетов обкома партии, вдохнуть речного воздуха, почувствовать лучи августовского солнца на щеках, посмотреть на родной город. Вышел к тем, кто так долго этого ждал, кто видел его в работе, в командировке, на буровой, на стройке, в жаркой дискуссии о будущем родного края. Он вернулся в республику, где его так не хватало, с едва заметной улыбкой, в ее 100-й день рождения, и стал для нее, пожалуй, лучшим подарком. Евгений Стокас, Александра Головина, Вячеслав Беспалов, Артем Соколов, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган».